«Повсюду ты» переведено группой Дизимания, озвучено студией Сейсдизи. Голос за кадром Анастасия Гайдаржи. Специально для сайта dizimania.ru. Я выхожу в огромное путешествие, Чичи. Я буду по тебе скучать. Постой. Питер Пен, ты пришел. Я готова. За 72 часа. Я вас слушаю. Если сегодня мы уладим со всеми эскизами, планами, работами, то завтра получим согласие и начнем стройку. Я прошу вас немного терпения. Я знаю, что вы устаете, но мы вынуждены работать в том же самом темпе. Есть вопросы? Господин Демир, что случилось со змеей? Полиция приехала с участка. Что происходит, господин начальник? Пусть никто не прикасается к документам и ноутбукам. Производится расследование. Демир? Я могу спросить причину?
Демир Эрендиль, Бурак Янгель, Фирух Озердым. Вы едете с нами в участок. Очень глупо. Мы ведь не такая большая фирма. К тому же последний год мы кое-как держимся на ногах и огромных денег не зарабатываем. Сейчас откуда взялось это расследование? Господин Фирух, ничего не сказали. Откуда взялось это расследование? Нет, клянусь, ничего не сказали. Как, а что спросили тогда? Клиента в работу, как будет проходить процесс. Вот об этом и спросили. Поэтому все это и происходит с нами. Мы кому и что сделали? А где господин Демир? Все еще дает показания. Нет, они с Бураком вышли. Скорее всего, поговорят. Вы разве не должны тоже быть на этом разговоре? Наверное, нет, раз они нас не позвали. Как бы они ни разругались. В прошлый раз в кабинете господина Демира они кричали друг на друга. Сестренка? Нет, не отдыхай. Тут все запутано. Не приходи. А господин Мухарем, мне поможете сегодня, да? С удовольствием, госпожа моего сердца. Спасибо. В последний раз мне запретили заходить в этот дом. Не испытывай удачу, Бурак. Я и так кое-как себя сдерживаю. Хорошо. Мне казалось, что эта шутка смягчит обстановку. Знаешь, запрет все еще есть. Ты не можешь войти в эту дверь. Обойти с другой стороны и пройти веранду. Это шутка? Ты меня сюда пригласил. Мы могли встретиться и в кафе. Ты бы смог говорить при всех? Не боясь, что все услышат? Чего мне бояться? Не буду тратить наше время. Я знаю, что что-то проворачивается. Вы пришли к концу того, что скрываете. Поэтому, пока не нашла полиция, расскажи мне. Что ты хотел найти в этих бумагах? Ничего? Ничего или то, что вы уничтожили? Нельзя уничтожить то, чего нет. Не так ли? Бурак, в подсчетах Фируха были недочеты. Слухи по поводу того, что это связано с отелем. История о чудовищном клиенте. Мафия. Были те, кто шантажировал тебя фотографиями, на которых ты с той женщиной. Верно? Ты все путаешь, Демир. Расследование производится из-за того, что Йылдырым решил возиться с нами, со всеми из-за тебя. Да, так. Но они бы не смогли этого сделать, если бы у них не было точных доказательств. И ты мне скажешь, что за доказательства. Смотри, Бурак, не займет много времени, чтобы я собрал пазл. В спортивном зале ты был честен со мной. Сейчас самое время. Бурак, давай. Есть что-нибудь выпить? Разговор будет длинным. Я понимаю, господин Экрам, да, ситуация нехорошая. Сейчас я не знаю, где они, но с допроса вышли. Я сейчас приду. На мои звонки тоже не отвечают. Хорошо, мы вам сообщим. Спасибо, доброго дня. Насколько я поняла, у господина Экрама шок. И господин Экрам, и совет директоров. Они правы, хотят знать, что происходит.
Это расследование очень плохо на всех повлияло. Так не должно быть. В конечном итоге мы окажемся правы. Будут доказательства, которые покажут, что мы невиновны. Не так ли? Селин, никто не помнит о правде. Это дело коснулось нас всех. Очень плохо будет, когда все распространится. Совет директоров сказал, что соберемся, чтобы принять решение. Господин Йылдырым вчера ночью позвонил мне. Мы встретились. Да? Что хотел тебе сказать? Попросил у меня помощи, чтобы уничтожить тебя. Почему он хочет меня уничтожить? Или он и сам начал верить в ту ложь, что я пытался изнасиловать его дочь? 2 днями ранее Аляру положили в клинику в Америке. Она начала получать психологическую помощь. Йылдырым винит меня? Не только тебя, но и Селин. Он узнал, что вы тут живете вместе. Эта тема никак не касается Селин. И Эйлюль тоже. Но если я ему не помогу, то он навредит Эйлюль. Хорошо, а почему Эйлюль? Понял. Он знает и о вашем с Эйлюль сближении. Хорошо, но Йылдырым начал все это еще до того, как Аляра легла в больницу. Что вы сделали, что этот человек сошел с ума, Бурак? Для того, чтобы он отказался от штрафа, мы воспользовались его фотографиями с любовницей. Ты шантажировал человека? Ты не поумнеешь, Бурак. Я тебе говорил, что это будет идти в качестве вины. Это была идея Эйлюль. Эйлюль такого не сделает. Как ты напрягал девушку, что она пыталась поскорее уладить это дело со штрафом и уехать? Ты должен был знать, что это не поможет. Должен был предупредить ее. Вы не можете угрожать такому человеку, как Йылдырым. Такие люди, как он, всегда отвечают угрозами больше. Случилось так, как ты говоришь. У него на руках наши фотографии с СН. Он угрожает нам. К тому же он узнал, что СН отправили в тюрьму мы. Было правдой то, что говорили про отель, да? Ты угрожал мафии и тем, кто пытался влезть в это дело. Артемим, который был на грани банкротства, так и взял это дело. Рискованное время. Рискованные решения. Смотри. Я тоже не хотел, чтобы так вышло. Но я сделал то, что нужно было. Потом один случай повлек за собой другой, и... Ты посадил Селин за один стол с мафией? Как ты мог мешать Селин, меня, Эйлюль, всех работников фирмы в такую грязь? Я множество раз спрашивала у тебя и Эйлюль о том, что вы делаете. Вы постоянно мне лгали. Вы разозлили Йылдырыма и пустили на меня. Сейчас мы на испытательном сроке. Ты был намерен посадить всех в тюрьму по статье «Организационные дела»? Что будешь делать? Заявишь на меня? Пожалуешься совету директоров? Бурак, молчи, иначе останешься в моих руках. Отдай СН, так будет чище намного. Ты какой мерзавец. Любимый, я переживала за тебя. Что случилось, что вы делаете? Поехали, нам задавали вопросы, потом вышли. Сейчас мы дома. Я с Бураком. Нам нужно было кое-что обсудить. Поняла? Ты в порядке? Я пытаюсь, но особо не получается. Я еду. Нет, не приезжай. Не приезжай, сейчас не приезжай. Останься со всеми. Демир, я очень боюсь. Не бойся. Я все улажу. Все исправлю, не переживай. Хорошо, когда я могу тебя увидеть? Я позвоню, не переживай. Увидимся. Поезжай к остальным.
а не в Хэппи Пай. Ты что будешь делать? Проблема этого человека со мной. Не поможет, Демир. Человек очень зол на тебя. Даже слушать не будет. Бурак, замолчи и делай, что я говорю. Хотя бы раз делай, что я говорю. Ждите от меня новостей. Пока я не приеду, ничего не делайте. Ждем еще. Спасибо. Ты не надела перчатки, все руки в краске. Пусть. Пусть. Смотри, это красиво получилось. Нет. Ни на что не похоже, Видат. Ты очень милый, пожалуйста, скажи, о чем правда думаешь. Хорошо. Говорю тогда. Ты впервые красишь горшки? Когда мне было плохо, я изготавливал, тоже красил, украшал горшки. Множество раз. Но ни один не поставил сюда. Почему, по-твоему? Почему? Получилось ужасно. В конце концов, что ты да найдешь? И что же? Что ты нашел? Головоломки? Это слишком нужно. Я не смогу возиться с этим. Может, мне записаться на курсы кулинарии? Правда, кому я буду готовить? Мне готовь. Ну, мне, Селин, Айде, Ибо, Демиру. Ты узнай рецепты, а потом приходи и пробуй на нас. Ты слишком хороший. Почему не получилось? Если брак такого человека, как ты, не удержался... Мерве, хочешь, будь лучшим человеком на свете, уравновешенным, нормальным, что-то еще. Но не получается, вот и все. Что мне с этим делать? Люди... Что делают с этим? Отправить Барри обратно? Что делать в таком случае? Нет никаких правил, делай, что хочешь. Хочешь, сохрани. Хочешь, выкинь в море. Хочешь, отправь. Делай то, после чего будешь чувствовать себя хорошо. Нет, я не выброшу, не смогу. Ну и Барри отправить не смогу. Это не только история Барри. Это мое кольцо. Я надела его по собственному желанию. Если кто-то захочет купить эти цветы, не продавай только их. Пусть возьмет тот, кто положит рядом еще цветы. Первый день моей новой жизни. Давай, помой руки. Погуляем немного с тобой по теплице. Хорошо. Айда звонит. Слушай, Айда. Бусинка, как ты? Тебе лучше? Лучше, не переживай. Я скоро приду в офис. Вы в офисе, да? Это... Офис закрыт, ты сразу приходи в Хэппи Пай. Почему закрыт офис? Что случилось? Что? Как? Что значит увезли? Задержали? Допрашивали? Хорошо, а почему? Для чего? Что за допрос? Хорошо, я еду.
Что случилось? Полиция начала расследование по поводу нашей фирмы. Забрали господина Демира, чтобы взять показания. Как? Где они сейчас? В Хэппи Пай все вместе. Господин Хасан, оставляю вам тут все. Давай поедем. Не обижайтесь. Я была вынуждена рассказать Мерве. Они сейчас с Ведатом едут. Господин Демир приедет сюда, Селинда? Не знаю. Бурак? Ты в порядке? В порядке. Господин Бурак? А где господин Демир? Кто заявил на нас, Бурак? Что-то сказали? Когда поедем на фирму? Допрос закончился? Друзья, спокойно. Полиция расследует пару слухов, которые касаются нас. Все изучат. Это займет немного времени. Некоторое время вы отдыхаете. Где Демир? Почему не приехал с тобой? Поехал встретиться с человеком, который открыл все эти дела на нашу голову. Имя известно? Кто же? Говори сейчас же мне. Сейчас же пойду покажу ему. Господин Мухарем, как вы разговариваете, ради бога? Не обижайтесь, госпожа Лейла, я не могу согласиться с этой несправедливостью. Хорошо, но Йылдырым не хотел видеться с ним. Это все сделал господин Йылдырым? Кто такой господин Йылдырым? Наш клиент с отеля. Была же змея Аляра, ее отец. Этой змеи? Лишь бы господин Демир не ехал. Сейчас человек еще больше разозлится. Все будет еще хуже. Насколько хуже может быть, господин Ферух? Я не хочу ни с кем говорить. Я нуждаюсь лишь в тебе. Жду дома, пожалуйста, приезжай. Я уезжаю, потом увидимся. Ты встретишься с Демиром? Сказал, как прошла встреча с Йылдырымом. Был тяжелый день, потом поговорим. Увидимся. Демир. Демир? Демир? Демир, ты в порядке? Все хорошо? Этой ночью есть только мы. Мы только утром помирились. Даже если случится ураган, я не позволю, что все испортилось. Почему мы не можем быть спокойны? У нас очень волнительная жизнь, так скажем. Да, но было бы неплохо, если бы немного была и спокойной. И к этому приедем. Со временем. Правда, с тобой это не особо возможно, но... Все проблемы создаю я? Я сказал нечто другое. Что сказал? Как ты можешь быть такой сладкой, сказал? Может быть, будем немного тише, сказал? Давай, ты сможешь. Смотри, я пытаюсь тут с тобой танцевать. Демир, ты постоянно что-то говоришь, мои мысли... Запутали мысли? Очень. Показать, чему я научилась у тебя. Как там было? Вот так делаю. Хорошо, Селин поехала к господину Демиру. Я поняла, а где Бурак? По-моему, он поехал с госпожой Эйлюль. Серьезно? И как положение, что происходит? Девочка, они стали парой, даже не скрывают. Прямо обнимаются. Селин видела. Видела, конечно. Наконец, надеюсь, она обозначила это в своей голове, Айда. Пусть она избавится от глупых идей уже. Все начали свой путь. Пусть она и думает о будущем с господином Демиром. Да, думает, конечно, но сейчас наше будущее не особо известно, к сожалению. Так, к сожалению.
Мерве, пришло время. Не могу еще больше себя обманывать, да? Одна проблема заканчивается, другая начинается. Что делать этим девочкам? Да? Что теперь будет? Ты поговорил с Демиром? Поговорил, завтра он зайдет. Сейчас не хотел тянуть эту тему. Но по голосу понял, что не просто все решить. Эта ситуация отразится на девочках. Все случилось тогда, когда они работали. Как бы у них ни возникли проблемы, нет. Демир не позволит этому быть. Понесет наказание тот, кто отвечал за это. Надеюсь, брат, надеюсь. Я побегу уже. Пусть все пройдет еще раз. Спасибо большое, господин Видат. Не оставили нас одних в такой тяжелые и трудные времена. Сразу приехали. Какое у вас мягкое сердце, несмотря на то, какие жесткие руки. Спасибо большое, госпожа Змея. Вы тоже очень милая. Смотрю за собой, насколько это возможно. Хорошо тогда. Увидимся. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Хорошего вечера, дружище. Почему друг господина Демира Видат тут? Пусть идет и успокаивает господина Демира. Что тут делает? Проблемы наши, расследования наши. С ним что-то происходит? Если в такие моменты мы не можем остаться наедине друг с другом, то нам конец. Господин Ферух, замолчите уже, иначе получите у меня. Хорошо, сказал мастер. Не расстраивайтесь, друзья. Все наладится. И раз некоторое время работы не будет, то приходите в теплицу. Ибо, бери девочек и приезжай. Можно на завтрак, можно на ужин. Хорошо, приедем, брат. Хорошо? Увидимся? Увидимся. Девочки, давайте я отвезу вас в кино, немного расслабитесь. Отличная идея. На какой фильм пойдем? Вышел в прокат «Снежная страна». Знаю, что вы любите анимационные фильмы. Как хорошо будет, не так ли, бусинка? Да, прекрасно будет. Давайте пойдем посмотрим фильм вместе. Хорошо? Часами жду тебя дома. На звонки ты тоже не отвечаешь. Разговор с папой прошел плохо? Долгое время говорил о том, каким я являюсь разочарованием. Потом сказал, чтобы я вернулся в Артемим и посмотрел, что сделал. Я и приехал сюда. Сейчас же ты приходишь в себя. Я и так в себе, Илюль. Посмотри на меня. Я такой. Пьяный. Лжец. Человек, который воспользуется всеми, чтобы получить то, чего хочет. Человек, чьи планы никогда не работают. Смотри. Я ввязался в такие грязные дела, что в итоге и фирма обанкротилась. Как капитан, чья лодка затонула, я приехал в Артемим, чтобы утонуть. Да. Ты такой человек.
Но не только это. Ты очень талантливый, понимающий человек с энтузиазмом. Твоя проблема не Демир. Ты начал этот путь, чтобы доказать себя отцу. Я-то думал, когда мы будем говорить о моем детстве. У меня есть к тебе предложение. Предложение? Какое? Пойти и заявить самому? Создадим с тобой новую фирму. Вдвоем. Вместе. После всего этого со мной новую фирму. Ты не возвращалась в Лондон? Я не буду вынуждена уехать, так как не буду работать с Демиром на одной фирме. К тому же ты тоже не будешь вынужден работать на фирме отца. Не пришло время создать свою фирму. Если ты отдалишься от меня, то избавишься от большей части своих проблем. Может быть, вместе избавимся. Демир, я могу спросить у тебя кое-что? Нет. Демир, касается нас, а не работы, пожалуйста. Спрашивай, Селин. Демир, мы ведь снова вместе? Нет. Как? Почему? Не вместе? Я не помню, чтобы мы расставались. Хочешь, посчитаем вместе? Сначала мы поругались, поссорились. Ты спасла меня в лесу. Поцеловались, обнялись, вернулись домой. Потом снова поругались, снова поцеловались, снова обнялись, поехали просить руки девушки. Немного еще поругались, еще немного поцеловались, вдоволь обнялись, и вот мы тут. И еще между этим пару раз покидали дом, но расставания не было. Да, Демир, у меня в руках есть письмо о расставании. Если я дам его в суд, то его примут как доказательство. Мы снова отходим от темы, да? Ты другое хотела сказать, кажется. Да, верно говоришь, ты снова меня запутал. Что я говорила? Говорила, что я отныне не буду зацикливаться ни на чем. Не зацикливалась, конечно. Не буду зацикливаться ни на чем, вот увидишь. Ни на чем зацикливаться не буду, увидишь. Браво, отлично идешь, не порть. Продолжай. Демир, минутку. Хорошо? Смотри. Мы ведь вместе. Проблем между нами нет. Супер. Мы отныне понимаем друг друга лучше. Я вернулась домой. Ты тоже вернулся домой. Да. Отныне нет ни одной преграды между нами, чтобы мы были счастливыми. Можем делать все, что хотим. Все, что хотим? Понял. Ты уверена? Я не хочу за это отвечать, потому что... Как? Почему? Не поняла. Ты немного напрягаешься, кажется. Нет. Нет никакого напряжения. Да? Я подумала и решила. Сколько это еще может продолжаться? Верно. Верно подумала. Если ты так чувствуешь. Да. По-моему, пришло время. Да. Но, конечно, твое мнение тоже важно. В итоге это решение отразится на тебе тоже. Если мы примем это решение, то обратного пути нет. Конечно, не сможешь все вернуть. Это большой шаг. Но я полностью согласен с тобой. Полностью.
То, что говоришь ты. Хорошо тогда. Я не хочу больше ждать. Я тоже. Отныне тетрадь Артемим может быть закрыта. Все, пусть закроется и все. Клянусь, мы больше не будем возиться с тем, что поднимать Артемим на ноги. Нет больше Артемим. Я не буду думать больше о работе. Ты тоже не думай. Ты про это говорила? Да. Теперь Бурак и Илюль вместе. Ситуация становится еще более странной. Я не хочу сталкиваться с ними лицом к лицу. Это и так. Я тоже так подумал. Отлично тогда. Мы уже сконцентрируемся на нас. Какая прекрасная идея. Мы сконцентрируемся на нас. Это была очень чувствительная речь, и я ее наконец-то произнесла. И теперь я спокойна. Любимый. Еда получилась очень вкусной. Но я очень устала, потому что очень трудный день был, ты знаешь. Поэтому я уже пойду лягу. Завтра новый день. Ах, любимый, я тебя очень люблю. Спокойной ночи. Любимая, я тоже тебя очень люблю. Спокойной ночи. Что происходит? С утра. Что ты снова проворачиваешь, интересно? Хулиганка. Селин. Селин, ты очень милая. Ты нашел мой сюрприз? Да, нашел. Когда ты успела сделать этот сюрприз? Ночью, когда ты спал. Понял. Тебе понравилось? Очень. Очень хорошо получилось. Но разве не опасно получилось? Почему? По-моему, очень даже мил. Что происходит? Иди сюда. Иди. Одну минуту. Ты еще больше. Я справляюсь. Почти закончил. Вот это еще возьму с тебя. Наконец-то. Хорошо. Это дело с ниткой очень милое, со смыслом. Но, может быть, в следующий раз ты будешь делать сюрпризы, в которых меньше риска удушиться? Не знаю. Я хотела, чтобы мы и во сне не разлучались. Чтобы между нами была связь. То есть ночью это мне показалось хорошей мыслью. Как мысль она хороша, конечно. Постой-ка.
Мамочки. Проходите. Не спотыкайтесь обнять. Я и так достаточно спотыкнулась. Очень хорошо. Иди сюда. Спасибо. Не за что. Селин, кстати, ты же сказала, что давай не будем разлучаться даже во сне. Будем чувствовать связь между нами. Есть другой способ, кроме нитки. Без риска удушения. Более веселые. Смотри, какой час. Ты обычно не спишь до этого времени. Я быстренько приму душ, потом позавтракаем, хорошо? Можно? Можно, конечно. Сегодня не получится, значит, завтра получится. Кто знает, когда закончится дело с допросом? Они работать не могут. А этот мужчина остался без работы, да? Как раз перед свадьбой. Он опытный мастер, ему что, работы не найдется, ради бога? И правда, ты спрашивала, у этого человека есть пенсия? Зачем мне спрашивать, Рузе? Мы что, нуждаемся в его пенсии, ради бога? Зачем мне спрашивать? Доброе утро, дамы. Доброе утро. А мы как раз о вас сейчас говорили. Да, что говорили? Просто приятная беседа. Что это у вас в руках? Госпожа, когда шел сюда, я зашел в туризм-агентство для тура в Южную Францию, Прованс. Вы же хотели на медовый месяц полететь туда? Господин Мухаррем, я это сказала не для медового месяца, а для того, чтобы однажды полететь. Конечно. Давайте сядем с вами сюда. Проходите, проходите. Проходите, госпожа. Проходите, спасибо. Так, господин Мухаррем, я думаю, не нужно делать свадьбу. И на медовый месяц не нужно. Я все равно отменила все забронированное. Но как же так? Вы же очень хотели, госпожа Лейла. Что заставило вас поменять свое мнение? Состояние вашей компании налицо, настроения нет. Я говорю так, чтобы больше расходов зря не было. Госпожа, какие расходы? Это наш самый прекрасный день, самый особенный день, наш счастливый день. И свадьба всем поднимет настроение. Бракосочетание тоже поднимет всем настроение, не так ли, господин Мухаррем? После того, как мы будем счастливы, тогда я забронирую ужин после расписки. С друзьями вместе повеселимся. Но вы все же посмотрите эти туры. Однажды мы все-таки поедем. Договорились. Что мы сегодня будем делать? Сегодня. Я знаю, что мы вчера закрыли эту тему, но я позвал сегодня Бурака с Эйлюль. Потому что нужно было последний раз поговорить. В последний раз. Обещаю. Нам нужно поговорить о закрытии Артемима. Хорошо, я тогда встречусь с девочками. А нельзя, чтобы ты с девочками встретилась позже? Потому что нам нужно вчетвером быть на этом совещании. Димир, я не акционер или еще кто-то. Пожалуйста, не вмешивай меня. Я не хочу видеться с ними обоими. Эта тема тебя касается. И я на Бурака до сих пор зол. А мне нужна твоя поддержка и твои идеи, чтобы решить это дело спокойно. Ты можешь в последний раз пожертвовать собой ради меня? Хорошо. Но это будет очень странно. И еще я не хочу, чтобы они заходили в дом. Поговорим на веранде. Вот это моя любимая. Я обещаю тебе, все пройдет очень быстро. Давай, кушай. Что случилось? Почему ты так смотришь? Это спортивная одежда для того, чтобы показать Демиру, что тебе все равно, что ты и так спокоен?
Я ничего не хочу показывать. Просто не захотел надевать галстук в тот день, когда мы решим закрыть Артемим. Бурак, пожалуйста, следи за собой, хорошо? Поговорим нормально. Когда один из вас злится, то другой начинает злиться. Потом мы не можем ни к чему прийти. А что мне делать? Что мне делать, если он вцепится в меня? Я не дам такому быть. Госпожа Илюль, вы же боксом занимаетесь, да? Бурак, не напрягайся, пожалуйста. А почему я должен напрячься? Вчера ночью я провел великолепную ночь. Напряжения нет, 0. Хорошо. А насколько ты можешь успокоить Демира? Ихсан, я выхожу. Пока. А я сейчас хотела поехать к тебе в клинику, чтобы помочь. Я подумал, ты не оставишь Мерве одну, не придешь. Поэтому решил прийти я. Она захотела сегодня побыть одной немного дома. А я, чтобы она побыла одна. Поэтому ты захотела прийти в клинику. То есть ты захотела меня увидеть только тогда, когда отошла от дома, да? Ибо мне и так нехорошо. Все идет очень плохо. Мерве разводится. Компания обанкротилась. Хорошо, что есть ты. Я тебя очень люблю. Скажи об этом еще раз не тогда, когда все плохо, а тогда, когда все станет хорошо, ладно? Потому что это получилось немного странно. Ибо я тебе говорю о том, что люблю тебя. Это показалось тебе странным? Получилось так, будто уж лучше, чем ничего. Я тебе говорю, что люблю тебя, а тебе не нравится. Ты правда обиделся на это? Иди сюда, иди. Я не обиделся. Просто очень сильно завысил ожидания от тебя. Из-за своего упрямства никак не могла произнести это. Ибо и ты, сказав про это в самый неожиданный момент, захотел познакомиться с моим бывшим, если ты помнишь. Мне нужно было так сделать? Ибо я тебя очень люблю. Смотри, это Игит. Его я тоже в свое время очень сильно любила. Мне так надо было сказать. Это разве красиво? Некрасиво. Но я ничего не знаю. Подумаешь и более креативно скажешь мне о том, что любишь меня. Я не знаю, что мне выбрать насчет этого. Что это, бусинка? Это пришло с утра. Как только взяла, выбежала и прибежала сюда. Это ведомость. Стала известна дата развода. На заседание зовут. Что? Мерве, ты в порядке? Сначала я тоже удивилась. Но я в порядке. Разве мне не нужно сейчас чувствовать себя плохо? Я не в депрессии, Айда. Я успокоилась. Почему, интересно, так получилось? Может, я на стадии отрицания? Ты уже прошла это. Уже приняла это. Теперь будешь идти своей дорогой, Мерве. Да. Путь, Мерве. Подруга, пусть и у тебя, и у Бары дорога будет открытой. Да. Спасибо, Селин. Любимая. Ты вчера поехал к господину Йылдырыму. Что случилось? Смог что-то узнать? А господин Йылдырым хочет, чтобы мы все поплатились. И делает это через Артемим. Даже если мы будем оправданы в допросе, репутация компании испортилась. И господин Йылдырым не даст найти клиентов. Поэтому правильнее будет закрыть Артемим. Продадим втроем акции и закроем тему с Артемимом. К сожалению, это единственное решение. Да, мы продадим в убыток, но так хотя бы Йылдырым не сможет никому навредить через компанию.
Хорошо. А почему господин Йылдырым делает это? Из-за Аляры? Он и так уже наказал нас компенсацией. Потому что мы совершили одну ошибку. Точнее, я. Мы вдвоем. Чтобы Йылдырым передумал просить у нас компенсацию, мы пригрозили ему его личной жизнью. Теперь он хочет, чтобы мы все поплатились. У человека есть доказательства по делу отеля. У госпожи Асены там есть вклад. Ты не только себя, но и нас можешь подвергнуть опасности. Ты как ты это сделал, смотря нам всем в глаза? Ты всегда был таким человеком. Я правда не увидела этого. Селин, представь утопающего человека. Я схватился за всех, кто есть в моем окружении. Еще немного, я потопил бы всех нас вместе с собой. Я могла настолько ошибаться. Я никогда не подумала бы, что ты можешь быть таким опасным человеком. Хорошо. Артемим закроется. Йылдырым не сможет навредить нашим работникам. А другие вещи? В руках у Йылдырыма есть доказательства против нас. Вы сами вляпались в эту грязь. После этого Йылдырым донесет ли о вас прокуратуре или посадит вас, не знаю. Но теперь вы будете жить с тенью на себе. И это ваше наказание. Я предупреждал тебя о том, что нужно держаться подальше от этого мужчины, Эйлюль. Но ты не послушала. Не думая о последствиях своих действий, ты делаешь то, что знаешь. Что мне сказать? Поздравляю. Если говорить о деталях закрытия Артемима, соберем всех сегодня и поговорим. Насколько быстрее будем действовать, настолько лучше. Я скажу Азмие, что всем отослала СМС. Встретимся там. Приятного аппетита. Госпожа Фирузе, госпожа Лейла. Да, моя бусинка. Мы уже с Барой окончательно разводимся. Уже известна дата заседания. Я очень расстроилась. Я тоже расстроилась. Но пусть будет к лучшему. Тетя Лейла, я тебе вот что хотела сказать. Ты же мне отдала все свое приданное. Я хочу вернуть тебе обратно его. Ради бога, дочка. Разве так можно? Они теперь твои. Я от всей души отдала их тебе. И все? Нет, так нельзя. Можно, можно. Еще как можно. Только, Мерве, я кое-что спрошу у тебя. Твои родители знают о том, что ты разведешься? Нет. Я еще не сказала им. Потому что они скажут, вот видишь. Ну и хорошо, скажешь, увидела. Вы правы, скажешь. Иди поцелуй руки родителям. Помиритесь уже. И если не помирятся, привези их прямо сюда. Мы расскажем все им, объясним, помирим вас. Да, вы правда сможете это сделать. Потому что я очень соскучилась по своей семье. Сделаем, конечно, сделаем. Мы убедим их. Кого во что мы только не убеждали. Хорошо, я тогда поговорю с ними. Давай. Тебе написали СМС? Срочное совещание проводят. Что это? Хорошо или плохо? Я уже удивляюсь, что хорошо, а что плохо, Айда.
Это я, на помощь! Это я, не кричите, это я! Полиции на помощь! Не кричите! Ах ты извращенец! Не бейте, не бейте! Я тебе такое устрою, извращенец! Не бейте меня, не бейте меня! Госпожа Змея, не бейте! Ты откуда знаешь мое имя? Следил за мной! Ты сейчас получишь! Обувь! Обувь! Извращенец! Это Ферух, госпожа Змея, это я, Ферух. Я поймал тебя, блин, поймал. Господин Ферух? Господин Ферух! Господин Ферух, вы в порядке? Есть переломы или вывихи? Что здесь происходит? Ферух, что ты делаешь на полу? Бурак, это ты пришел. На мою жизнь покушались. На меня напали и раздавили. Он в маске пришел, господин Бурак. А когда мастер Мухарем его так увидел... Простите, у меня автоматическая реакция. И ко мне просто в дом вор зашел. Скажем, память костей. Ферух, ты сумасшедший? Зачем ты в маске ходишь, людей пугаешь? Я подумал, полиция нас раскусила. Тут может быть ловушка. А что меня не узнали, одел маску, что поделать? Очень смешно, госпожа Илюль. Вам, конечно, хорошо, папы вас обоих в составе директоров. Первый, кого уволят, это я. Пусть совещание закончится, я тогда с тобой поговорю. Господин Ферух, вы в порядке? Что это за вид был? Боже мой. На самом деле я хотел пошутить, но итог оказался неожиданным. Привет. Здравствуйте. Господин Демирос или нет? Идут. Мы пришли, извините. Друзья, здравствуйте. Сегодня мы собрались, чтобы сообщить вам о последнем состоянии Артемима. Как всем вам известно, офис под следствием. А сколько это продлится, неизвестно. И, видимо, кризис после этого мы будем не в силах преодолеть. Поэтому руководство приняло решение закрыть фирму. А мы, господин Бурак, госпожа Илюль и я, согласны с тем, что это самое верное решение. За этот месяц вы в полной сумме получите заработную плату. Плюс к этому вы получите и компенсацию. Рекомендации с отзывом о вас тоже готовы. Мы окажем любую помощь в нахождении новой работы. Друзья, все вы проделали хорошую работу для Артемима. О ваших успехах наслышаны даже за границей. Благодарим каждого по отдельности за все самопожертвования. Как это? Артемим закрывается? Друзья, теперь, не знаю, как можно задать этот вопрос после такой новости, но пока все вы здесь рядом, решил сказать. Жду вас всех на свою свадьбу, каждого. Потом я не приму, и у меня нет настроения, я на отдыхе. Обижусь на всех, имейте в виду. Вот смотри, Прованс, тур 4 дня, 3 ночи за 1600 евро. А оттуда поедете в Марсилию. А туда скидки. Слушай, всего 1000 евро. Вот смотри, столько затрат. Зачем это нужно? Я предлагаю на медовый месяц не ездить. Разве может быть такое? Ты больше всех хотела поехать. Потом съездим. К тому же я сегодня господину Мухарему сказала, что и свадьбу не будем делать. Разве может быть такое? Да и тебе же столько мест понравились в журналах. А еще мы зарезервировали зал. Нет, я его отменила. Что будет, если я выйду замуж в дворце Фирузе? Да, и у нас же нет гостей, которые бы наполнили дворец. Мы же сообщим людям из Союза. Боже, Фирузе, мы этих людей столько лет не видели.
Да я не хочу пышную свадьбу. Лейла, послушай. Это из-за денег? Нет, не из-за этого. Смотри, как молодежь не оставила нас одних вечер помолвки. Они провели для нас хороший вечер. Я хочу, чтобы было что-то небольшое, но значимое. Что нам сделать? Какое место найти? Найти небольшое помещение? Или пусть будет в особняке? Пусть господин Мухаррем придет, и с ним посоветуемся, хорошо? Мне так плохо стало. Как быстро все меняется. Пару дней назад я плакала за столом в этом офисе, а сейчас я ухожу. Я теперь не смогу видеть вас каждое утро. Боже мой, не портите себе настроение. Пойдем, Хэппи Пай. Айда, девочка, меня хоть на работу возьми, а? А змея, милая, ты и так там работаешь. Сделай тебе еще страховку и готово. А видишь, смотри на умную девушку, как сразу нашла себе работу. Глаза надо открывать, милая. Немного бдительной быть должна. Давайте тогда сделаем селфи. За честь последнего дня в Артемим. Идем, идем. Мастера нет. Селфи без меня? И я пришел. Идем, идем, беги, беги. А господин Бурак, госпожа Илюль, идемте, идемте. Мы сфоткаемся, вы присоединяйтесь. Но я буду скучать потому, как я каждый день была здесь с вами. Теперь и я за вашей личной жизнью следить не смогу. Кто с кем вместе, кто с кем помирился, кто поссорился. Кто с кем, кто настоящий. Господин Демир. Госпожа Змея. Тот первый день, когда я увидела вас, это было словно вчера. Каким красивым и печальным вы были. Спасибо, госпожа Змея, благодарю. Вы в этот офис привели любовь. Страсть привели, господин Демир. Правда, я и правила полностью этому противоположное привел, но все дружно ни одному из них не следовали. Как хорошо мы сделали. Да, ведь? Не так ли? Без вашей любви я и вовсе не знаю, как я буду жить, господин Демир. Может, вы влюбитесь, госпожа Змея? Что, простите? Может, говорю, вы влюбитесь? Из ваших уст словно мед капает, господин Демир. Госпожа Змея. Господин Демир, смотрите, что я нашла. Это память о первой ночи первого дня вашего приезда сюда. Кто бросил эту стрелу? Это... Вот так вышло. Еще и прямо в лоб попало. На самом деле это для этого. Я там только твое лицо же видно. Так распечатали. Я будь фото в рост, я бы бросила в твое сердце. Ты и так бросила в сердце. Вот это так, держите. Айда, ты фоткай. Стой, девочка, она не сможет. Ты дай мне, я сфоткаю. Хорошо, фоткайте уж. Память об операции Льва. Еще как. Любовь, страсть. Господин Бурак, и вы идемте, сфоткаю вас вместе с господином Демиром. Для начальника рядом. Память об Артемиме. Спасибо, Азмия. Азмия не стоит, правда. Разве можно так? Кто ушел, тот ушел уже. Пусть закончатся уже эти ссоры и обиды. Ну-ка, встаньте рядом. Но так не получилось, госпожа Змея. Уж как получилось. Айда. Было прекрасно работать с тобой, доверять тебе. Я рад, что мы смогли это сделать. Надеюсь, однажды мы вновь поработаем вместе. Надеюсь, господин Демир. Селин, если ты готова, пойдем уже. Госпожа Мерве?
Ты все забрала? Только необходимое. Ты все оставил. Пойдем. Я не могу поверить. Артемим, которого мы знали, теперь нет. Но там, где все закончилось, начинается наша история. Наша история разве не дома началась? Да, так вышло. Я и так никогда не забуду тот день, когда я увидел тебя в этом доме. След от твоего удара все еще на шее. Лгун. Ну-ка, посмотри, какая ложь. Боже мой. Стой. Ну, Селин. Селин, стой. Вот только так не пройдет. Пусть не проходит. Пусть наши воспоминания останутся навсегда. Хорошо, что тетя Фируза и тетя Лейла продали нам тот дом. Правда, это дом твоего детства. Ты, наверное, помнишь своих родителей? Да, помню. Уход матери, как я ждал ее. Как уходил оттуда, чтобы жить в интернате. Не тяжело терпеть. Когда есть ты, нет. Я не смогу стереть прошлое, что произошло в том доме. Но я не всегда был несчастен, были и счастливые моменты. А теперь с тобой это место еще счастливее. Этот дом свел нас двоих. Демир, знаешь, тетя Лейла и мастер Мухарем познакомились в том саду. Посмотри на этот дом, как свел всех. Демир, у меня появилась невероятная идея. Сделаем свадьбу в нашем доме, пожалуйста. Ты свадьбу хочешь? Да. Разве не очень романтично получится? Я этот дом украшу, сделаю его безупречным. Они скажут «да» в саду, где влюбились. Что скажешь? Скажут? Кто? Так, мастер Мухарем и тетя Лейла. Куда твои мысли улетели? Извини. Наш дом нуждается в таких милостях. В таком ключе подумай. Пусть останется счастье, а наши ссоры улетучатся. Что скажешь? Что мне сказать? Девушку мы отдали, свадьбу сыграем тоже мы. Ты серьезно, правда? То есть, будучи племянником, если я одну свадьбу тете организовать не могу, не знаю. Я очень сильно тебя люблю. Люби? Конечно, сильно люби. Ты люби меня всегда. Но я так сильно буду любить, что тебе наскучит. Потом жаловаться будешь. Не буду. Потому что я тебя очень сильно люблю. Будешь любить, конечно. Нашел такую девушку, как я? Смотри на хулиганку. Привет, Видат. Мерве? Добро пожаловать, а я как раз... Стой минутку, не говори сейчас про кофе и подобное. Я пришла сюда для официального дела. Хочу отдать тебе это. Ты зачем принесла мне это? То есть, посмотришь. Так я будто приказываю тебе. Знаю, но... Находясь вдали, я чувствую себя плохо.
То есть, скучаю. То есть, у тебя сейчас запутанные чувства. Это нормально. Нет, нет на самом деле. Я уже хочу спокойствия, Ведат. Хочу спокойно быть счастливой. Понимаю. Но, возможно, будет лучше, если ты подождешь, пока у тебя в голове все уточнится. Знаю, официально я еще даже не рассталась. Получилось так, будто я прибежала к тебе. Но что поделать? Я такая нетерпеливая. И если что-то задумала, то сразу хочу, чтобы сбылось. Да? От тебя мне есть много чему научиться. Конечно, если ты захочешь, такую, как я. Мерве, человек, который не захочет такую, как ты... Я принята на работу, то есть? Что, прости? Ты хочешь здесь работать? Да. Ведат, это место на меня очень хорошо влияет. Хорошо, в плане садоводства я пока не годна, но я быстро учусь. Буду заниматься общением с клиентами. То есть, смотри, здесь указаны клиенты, с которыми я работала. Я это тебе дала. Ошибка, я спутала бумаги. Ладно, не посмотрела. Я это хотела отдать. А это отзыв о моей работе. То есть, с Артемимом мы ушли? Все. Я, чтобы поработать здесь? Ты прости, Ведат. Я пойду. Стой. Стой, куда? Мы же еще не обсудили детали работы. Нет, я теперь не смогу здесь работать. Мне очень стыдно. Кто знает, что ты понял из того, что я сказала? Нет, понять-то я ничего не понял. Когда ты рядом, я чаще улыбаюсь. Я это заметил. А раз это место хорошо на тебя влияет, завтра приходи, начинай. Правда? Конечно, правда. Но я не могу платить так много, как в Артемим. Здесь зарплата такая. Хорошо, добро пожаловать тогда. Спасибо. Все эти глупые планы, операции должны были создать вам проблем. Вы легко отделались. Да. Но человек не может расстроиться, Ибо. Мы были как семья. Хорошо, единственная моя, но чтобы быть семьей, вам не обязательно быть лоб о лоб. Смотри на меня, например, моя сестра в Анкаре. Хоть и не вижу ее постоянно, но люблю. И правда, твоя сестра не приезжает никогда в Стамбул? У нее много работы. Ладно. Но когда приедет, познакомиться с тобой. Правда, она уже будет знать о тебе все, потому что постоянно спрашивает меня о тебе. Ты сестре обо мне рассказываешь. А что? Не рассказывать о своей любимой? Рассказывай, конечно. Но и о ней немного расскажи мне, чтобы я хоть что-то знала, когда познакомимся. Хорошо, хорошо. Кстати, что ты будешь делать? Период новой работы? Нет. Некоторое время буду смотреть за этим местом. А потом, может, украду тебя куда-нибудь, а? Только мы вдвоем? Только мы вдвоем. Сделаем это тогда. По-моему, тоже сделаем. Простите, посмотрите. Конечно, сейчас же приду. Чего желаете? Селин? Ты в порядке? Я счастлива. Хорошо. Ты в порядке? Хорошо, когда человек немного расстроен. То, что мы переживаем, показывает нам то, что действительно важно. Да. Например, как это. Что это было? Деревяшка. Демир, не издевайся. Я ее с родины привезла. Да, возьму ее. Демир, отдай ее.
Отдай ее. Селин, ты издеваешься? Не съели твои ладони, не переживай. Демир, отдай, правда, я перемешаю еду. Я перемешаю еду, я взлечу, заберу, ведь увидишь. Боже мой, ты умеешь летать? Давай, забери тогда, как заберешь? Демир, пойдем, возьми. Иди сюда. Смотри. Демир, очень мило прошу. Дай по-хорошему. Я не такая, как ты. Тогда совсем не сможешь забрать свою ложку. Демир, отдашь? Забери. Хорошо. Демир! Это и есть твоя жестокость? Демир, позволь. Конечно. Но чуть позже. Уйдут. Девочки, медленней. По-моему, тоже они услышали. Потому что все глухие услышали. Постойте. Я очень волнуюсь по поводу этой идеи. Все будет супер. Привет, привет. Нам нужно срочно поговорить, сейчас же. Брат, девочкам в голову пришла идея. Да, хорошо. Проходите тогда. Да? Что это за суперсрочная идея, которая не могла подождать до утра? Так, мы в Хэппи Пай поговорили с тетей Фирузой и тетей Лейлой. До свадьбы есть 2 дня. Завтра будет ночь хны тети Лейлы в Хэппи Пай. Супер идея! Чтобы подготовиться, мало времени. Сделаем все, что будет, а? Прощание с холостяцкой жизнью мастера Мухарема взял на себя я. Супер. Все спланировано, программа составлена, прекрасно. Нам только нужно следовать, да? Мы думаем, что после ЗАГСа можно отметить все тут, в саду. Там, где мастер и тетя Лейла познакомились. Очень романтично. Очень хорошо подумали, знаешь, потому что тетя Лейла отменила заведение. Да. Отлично, очень хорошо. Отличные идеи. Демир прав. Госпожа Сен гонится за нами, нас могут задержать в любую минуту, Бурак. Или же Сен отправит за мной своих людей с пистолетами. Я не смогу жить с такой тенью. Постоянно оборачиваясь, волнуюсь. Это очень сложно. Уедешь? Да, не смогу остаться. Ты права. Уезжай, конечно, спасай себя. Еще из-за меня не ввязывайся в проблемы мафии. Я и так погряз по самую шею. Тебя тоже тут ничего не держит. Поехали со мной. Поедем вместе. Построим фирму в Лондоне. По-твоему, мы сможем избавиться, сбежав? СН разве не найдет нас там, куда мы убежим? Мама, я взорвал свой шар. Демир,
Завтра вечером увидимся тогда. Не опаздывай. Хорошо, не опоздаю. Я тоже закрою клинику пораньше, приеду, брат. Селин, мы начнем подготовку рано. Приезжай, как освободишься, хорошо? Хорошо, приеду. Спокойной ночи, спокойной ночи. Спокойной ночи тогда. Увидимся. Я почистила картошку. Сейчас она потемнеет. Я положу в соленую воду. Картошка. Хорошо? Селин, Демир, могу кое-что спросить? Конечно. Этот дом тебя напрягает? Как? Что это значит? Сначала мы съели друг друга по поводу этого дома. Потом напряглись из-за того, что не поняли друг друга. Пережили это, приехала Эйлюль. Вопрос с Артемием взорвался. Но мы все проблемы решили, не так ли? Решили. У нас нет проблем. Отныне нет. Пожалуйста, пусть некоторое время не будет. Хорошо, не будет. Не будет, но... Все, кажется, немного есть. Ты расслабляешься иногда в наших отношениях, потом внезапно напрягаешься. Мы с тобой в этом доме. Демир, мама звонит по видеозвонку. Я должна ответить. Звонит по видеозвонку. Сейчас двинусь, и ты попадешь в кадр. Я поговорю и приду. Мамочка, что мне делать? Сижу одна. Проблема не в доме. Эта девочка постоянно вынуждена лгать семье. Проблема в этом. Вот и все. Вот. Любимый, ты все приготовил. Как ты так быстро приготовил? Любимая, то, что ты называешь быстро, это 45 минут. Когда бы ты ни говорила с мамой, минимум полчаса уходит. Да, знаю. Прости, но ты видела, она звонит по видеозвонку. Просит показать комнату, убрана ли всю кухню, что я ела. Ты видел наших, не стоит рассказывать. Ты устала месяцами лгать, да? Ничего не поделаешь, но, может, однажды я расскажу. Но сейчас все запутано, немного успокоимся. Хорошо? Однажды расскажем. Давай не будем остужать еду. Давай, садись. Я очень проголодалась. Приятного аппетита. Я устал. Как? Свежий воздух пошел на пользу? Немного. Мне будет лучше, когда я отсюда уеду. Уедем. Мне нужно быть на свадьбе мастера Мухарема. За нами могут гнаться люди с пистолетами или же полиция. Илдерим не воспользуется этим козырем сразу. И еще не было новостей о том, что фирма закрылась. Это того стоит, правда?
Обязательно нужно быть на свадьбе. Для меня важно. Я знаю мастера Мухаррема с самого детства. К тому же я не хочу уезжать отсюда, так будто убегаю. Хочу со всеми увидеться в последний раз. Хочу хорошо уйти. Я забыла, насколько прекрасно заниматься спортом на свежем воздухе. Я готова напоминать тебе все прекрасное, что ты забыла. Это большой вызов. Я такой человек. Смотри, тебе пошло на пользу то, что ты отдалился от Артемим. Ты уже сейчас немного расслабился. Да, расслабился немного, но... Все еще не знаю, какими будут проблемы. Нас могут посадить в тюрьму. Тогда об этом подумаем. Пойдешь на свадьбу? К мастеру Мухаррему? Конечно. Ты тоже пойдешь, тебя тоже пригласили. Человек позвал меня из вежливости. Он даже меня не знает. Тогда пойдешь в качестве моей возлюбленной. Сейчас ты не скажешь, что мы не возлюбленные, да? Я приду на свадьбу. Сейчас тебе достаточно знать только это. Это ладно, но ты придешь в качестве моей возлюбленной или в качестве приглашенного гостя. Бурак, пойдем. Эйлюль, ты все еще не ответила. Эйлюль. Подожди. Девочки, я на свадьбе сделаю Демиру сюрприз. Какой сюрприз? Я начала волноваться. Я сделаю ему предложение. Но я очень боюсь, что он не согласится. Селин, я сделала такое предложение. Что только после него не случилось, подумай хорошо. Постой, Мерве. Как связано с тобой? У всех разное положение. Да, сладкая, они и так живут вместе. Да, но минутку. Я против, Селин. Пусть господин Демир делает тебе предложение. Почему ты делаешь предложение ему? Будто со вчерашнего дня готова. При чем тут это, дорогая? Я сделала Баре предложение, что? Стала легкодоступной девушкой? Нет, нет. Ты невероятная девушка, но в итоге оказалась несчастной. Примета, бусинка. А змея, как это связано с их концом? Они развелись, потому что она сделала предложение. Ты тоже попусту говоришь. Я так сказала? Бара любил Мерве, хорошо. Но господин Демир немало обидел Селин. Не нужно все сразу забывать. Флирт, ладно, но это брак. Замолчите. Отныне я буду говорить, а вы будете слушать. Будете молчать. Хорошо, не сводите меня с ума. Фирузе, на столе нет ножей, да? Ножи не нужны? Клянусь, эта дура задушит человека своими руками. Тетя Лейла, нам чай. Протяни салат. Прошу, брат. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо, Видат. Приятного аппетита. Друзья, я сделаю Селин сюрприз во время помолвки госпожи Лейлы. Демир, смотри. Я уверен, ты подготовил очень милый сюрприз. Но, может, ты ничего не будешь делать некоторое время? В вашем кругу сюрпризы не особо воспринимаются. Верно говоришь. Хорошо, начинайте с хорошими намерениями, но... Что и как делаете, что в конце все заплетается в узел? Берете дом — проблема. Берете клиентов — проблема. Становитесь возлюбленными — проблема. Не становитесь — проблема. Именно. Живите некоторое время спокойно, потом сделаешь. По-моему, ты ничего не делай, брат. Жизнь полна сюрпризов и так. Не делай ничего, оставь. Друзья, если вы закончили нагнетать, то подождите. Что это такое, друзья? Замолчите, остудите мотор. Интересно, что вы думаете, я сделаю? Что сделаешь? Сделаю предложение руки и сердца. Как? Что? Очень красиво. Ты возьмешь, скажешь господину Демиру, чтобы вы отсюда уехали, да? Скажешь, давай уедем отсюда, как Марко Поло, как женатая пара, и будем гулять, путешествовать. В жизни ничего романтичнее не слышала. Я тоже. Минутку. Очень романтично. Но, Селин,
Это будто не твоя идея. Ты живешь очень спокойной жизнью. Сакыз, черепашка, рыбка, дом, сад. Если ты передумаешь после того, как сделаешь это предложение, будет странно. Селин, ты поэтому так напряжена, да? Смотри, если ты не уверена, не смей делать такого предложения. Не совсем мило сначала позволить помечтать, потом все отменить. Нет-нет, я уверена. Дом как-нибудь улажу. Мы погуляем и все равно вернемся домой. Но вот по другой причине. Я поэтому боюсь спросить. Почему? Почему? Я немного боюсь спрашивать у нее об этом. Потому что остаток своей жизни я хочу провести с Селин. Но когда все идет кругом, мне кажется, что она может понять неправильно. Что может понять неправильно? Будто я держусь за нее, чтобы хотя бы она не ушла. Если покажется, что я делаю предложение только потому, что все идет не по плану, не так, не так. И если бы все было хорошо, я бы все равно рано или поздно сделал это предложение. Но я не знаю, может, она примет это так, будто я думаю только о себе, будто пытаюсь наладить только свою жизнь. Сказать этому человеку: вставай, поехали. Подумайте только, всю жизнь школы-интернаты, жизнь типа «этот город твой, этот город мой». Спустя годы он возвращается туда, где родился, начинает жить. Хочет жить здесь. Проездить мир — это не то чувство, которого бы он не знал. Не то чувство, которое его волнует. Он может подумать, что я составила план, думая только о себе. Селин, хорошо. Может, он и проездил очень много, но он ведь не ездил с тобой. Сынок, ты пережил все эти разочарования, все закончилось. Эта история другая. Тогда подожди немного, брат. Знаю, но она захочет быть в этом уверена. То есть почему ты хочешь сделать это сразу? Потому что ситуация не такая, как раньше. Мы больше не просто люди, купившие один дом. Мы пара. Селин приходится постоянно врать своей семье о том, что она живет одна. Я не люблю такие вещи, брат. Зачем ей нужно постоянно врать? Мне больше всего это не нравится. Тогда другое дело. Если есть такая ситуация, не заставляй девушку ждать. Если ты уверен, что хочешь жениться, то не тяните больше. Не так ли? Случилось только всего. Артемим закрылся. У нас и работы больше нет. Получится ли так, что я думаю только о себе? Это избалованность, хотеть всего этого при таком положении дел. Ты можешь просить у господина Демира все, что угодно. Это не будет избалованностью. Между прочим, ты влюбленная женщина. Влюблена. Очень сильно. Что тогда советуем? А еще ты романтичный человек. Тебе подойдут шарики, конфетти, цветы. Брат, перед ним разве ребенок? Зачем нужны шарики? А что? Женщины любят такие вещи, парень. Например, Селин любит леденец-петушок. Вот. Хорошо, брат, но это другое. Вы столько всего пережили. Она должна убедиться в серьезности, в том, что ты этого хочешь. Я так думаю. Я думаю, что не стоит ходить вокруг да около. Спроси прямо, внезапно. Решительным голосом. Селин. Я очень сильно люблю тебя, ты ведь знаешь это? Ты выйдешь за меня замуж. Я очень сильно извиняюсь, Демир. Нет. Разве так можно? Нельзя так неожиданно. У нее и так ноги путаются. Это очень опасно. Я же говорю, подготовка — это обязательное условие. Предложи поехать вот так неожиданно, внезапно. Нельзя. Сначала тебе надо сказать, почему ты хочешь поехать. Боже мой, почему человек хочет поехать? Хочет поехать, потому что хочет поехать. И правда, почему ты хочешь уехать, Селин? Что здесь такого, что нужно так много думать? Перед тобой стоит мужчина, а ты красивая женщина. Разве господин Демир откажет тебе, если ты используешь свою внешнюю энергию и попросишь что-то? Демир. Я хотела спросить у тебя кое-что. Я хочу
Нет. Нет, забудь. Что за внешняя энергия? Он неправильно поймет. Все приведет к другому. Нельзя. Нет. Тебе ничего не нравится, дорогая. А змея, не путай ее. Она и так из-за любви потеряла половину ума. Хорошо, подруга. Мы найдем что-то хорошее и придумаем хороший способ. Найди, чтобы увидели, бусинка. Девочки, я перебиваю вас, но... Мы ведь устроим вечером ночь хны. Конечно. Я отвлеклась на свои проблемы. Конечно же, устроим, конечно. Хорошо, понятно. Эту идею не придумаешь вот так сразу. Брат, если нужно подготовиться к мальчишнику мастера, то... Да, нужно решить этот вопрос. Что нужно, Видат? Я составил список. Жду одну доставку. Пусть принесут, и я все куплю. Не нужно, дай мне список, и я пойду куплю. Ты серьезно? Клянусь. Можно. Ты настоящий лев, парень. Держи, вот. Тогда до встречи, братья. Увидимся. Спасибо, его. Демир, не хочу тебя путать. Ты решительно настроен, но... Ты ведь хорошо подумал о женитьбе, да? Мне не нужно раздумывать, Видат. Я очень люблю Селин. Я хочу провести с ней остаток своей жизни. Это очень хорошо. Замечательно. Смотри, у нее есть семья. Ее семья, как я понял, по твоим словам... Они захотят, чтобы все было по правилам, парень. Хочешь сказать, они захотят познакомиться с моей семьей, да? Моя семья Селин. А еще есть ты, Видат. Это все. Все? Да, возможно, вначале им будет сложно понять. Но со временем они поймут. На самом деле я очень отстраненная. Не могу легко сблизиться с кем-то. Но рядом с тобой мне было комфортно. Я бы очень хотела быть твоей подругой. Если бы мы познакомились при других условиях. Так уж повезло. Алло, Илюль. Привет. Сегодня вечером мы устраиваем ночь хны для тети Лейлы в Хэппи Пай. Будем ждать, если ты сможешь прийти. Спасибо за приглашение, но не хочу никого огорчать. Приходи, пожалуйста, Илюль. Пусть у нас будет все нормально, посмеемся, повеселимся. Мы все нуждаемся в этом. Мы будем ждать тебя. Интересно, о чем ты думаешь? Закаты. Дождливые вечера. Вид, открывающийся соколу. Мы очень много мечтали, Демир. Неважно, о чем ты думаешь или мечтаешь. Обещаю тебе, все станет реальностью. Стой, милая.
Все готово? Ты все сидишь у компьютера, что ты делаешь? Составляю список музыки. Идут. Идите, идите, идите. Начинайте. Добро пожаловать, госпожа невеста. Добро пожаловать, госпожа невеста. Иди садись во главе. Намажем хну. Как все красиво. Как необычно получилось. Вы очень красиво украсили. Даже я не представляла себе так. Это еще ничего. Какие еще сюрпризы будут? Какие? Тетя Лейла, можете пойти с нами на минуту? Куда я пойду? Идем, идем. Что происходит, девочки? Что происходит, ради бога? Куда вы уводите ее? Она же только-только пришла. Пусть немного отдышится, отдохнет. Эйлюль, ты тоже иди. Я тоже? Да? Хорошо. Добро пожаловать на вечер хны Лейлы Гюн. Сестра невесты, госпожа Фирузе. Что хотите сказать? Мне посчастливилось увидеть свадьбу моей сестры. Я очень счастлива. Очень. Они идут, идут, идут. Сегодня вечером мы сами все будем делать. Сами будем петь. А вот и звезда вечера. Фирузе, клянусь, девочки заставили надеть. Красиво выгляжу. Или смешно. Я даже не знаю. Ты очень красиво выглядишь, сестра. Что я буду делать без тебя? Фирузе. Не делай так, ты меня заставляешь плакать. Не плачьте. Еще не время. Да, не делайте так. Да и тетя Лейла ведь не уезжает далеко. Вы будете видеться здесь в будни, а по выходным они будут приезжать в особняк. Это не так. Это не так. Ночи длинные. Ночи темные. Хватит уже. Потом будете плакать. Лейла, проходи к своему месту. Фирузе, а ты возьми это. Айда, включи музыку. Мы пришли сюда танцевать. Девочки, внимательно. Давайте, давайте. Айда, что это? Я подумала, что будем современный вечер хны делать. Что-то далекое от типичных вечеров. Такой славный вечер. Не с танцами живота, а слушая музыку, разговаривая. У нас есть дерево для пожеланий, тетя Лейла. Напишем наше желание, повесим туда. Разве бывает такая ночь хны, девочка? Включи веселую музыку, повеселимся. Такой музыки нет в списке. Разве бывает ночь хны без зажигательных танцев, девочка? Просто невиданное дело. Ладно, не буду портить настроение. Можно и просто танцевальную. Споем песню. Ветка сливового дерева хрупкая. Или анкара мискет. Давай, давай. А змеи, я же говорю, что нет, нет, я не добавила их. Что ты добавила, девочка? Ну, блюз. Селин. Джаз есть. Цыганская музыка. Вот такие. Хорошо, хорошо. Ничего страшного. Пусть перекусят, я решу этот вопрос. Я решу. Стой, я тоже иду. Никому здесь нельзя доверять. Отойди. Чего ты смеешься, девочка? Надо же. Вы молодые парни холостые, а такой, как я, женится второй раз. Когда будем прощаться с вашей холостой жизнью, молодежь? Меня пропусти, мастер. Я уже был женат, развелся. Я прошел свою очередь. И меня пропусти, мастер. Хоть и жена развелась со мной. Но это то же самое. Эти дела не по очереди, а кому как суждено. Нельзя знать, что и когда случится. Посмотрите на меня. Спасибо. А вы, господин, что мешает вам жениться?
За меня не выдадут, мастер. У меня нет работы. Артемим закрылся, но у твоего отца еще много компаний, Бурак. Ты всегда говорил, что ты наследник всего. Иди работай в одной из них. Папа позволил мне начать работать на складе, когда еще не совершил ни одной ошибки. А после всего этого точно заставит работать разносчиком чая. Будешь сидеть, заваривать чай. Только не бросай в чай соду. Ладно, не меняйте тему. Ладно, у них нет работы. А у вас какие причины, господа? Мы можем узнать. У вас есть работа, ветеринарная клиника есть. Еще рано, мастер. Рано? Рано не бывает. Послушай, парень. Когда я родился, моему отцу было 18 лет. В 18 лет женат и есть ребенок? Я не смог представить себя в таком положении. Хотя и сейчас не могу. Парень, я же не говорю, чтобы обязательно женились. Но спросите себя, сможете ли вы провести с этим человеком всю жизнь. И поэтому не тяните, не играйте с девушками. Потому что они все для меня как дочери. Я вам всем вытащу селезенку. Я тебе говорю. Мне? А мне почему? Просто говорю. Ибо, можешь подойти? Иду. На свадьбе танец халай, на похоронах слезы. Все в центр. Вот сейчас началась ночь хны. Давайте. Давай, господин жених, давай. Димир, сынок, не будь как чужой. Собрались ради мастера, будешь тоже танцевать. Разве я понимаю, видат? Господин Димир, будто мы понимаем, но танцуем ведь. Только я не танцую то, что не умею, господин Ферух. Давай, Димир, давай, постыдись парня молодого, вставай, давай. Раз мастер просил девушку у тебя, эти дела не заканчиваются словами «я отдал» и все, господин Димир. Минутку, ты откуда это знаешь? Нет, больше никто не просит. Посмотри ты на Димира. Хорошо? Видел этот взгляд? Правда, у него был стресс, жалко. Так тянул, что мастер в конце чуть в обморок не упал. Сынок, что значит режим гостя? Что ты за человек? Смотри на меня, снова соленый кофе выпил ты. Видат, уйди, ради бога, танцуй, давай, танцуй. Только разогрелись, давайте танцевать. Дай немного отдохнуть, дочка, постой. Азмия, ты постой. Зажжем хну.
Тетя Лейла, прошу сюда. Смотри, обычно хну зажигают женщины, которые долгое время в браке и счастливы. Но среди нас таких нет. Поэтому я подумала, что зажечь должна та, которая очень влюблена. Ты зажги эту хну, чтобы моя сестренка была так же счастлива, как и ты. Хорошо? Хорошо. Конечно, если я смогу. Сможешь? Я тебя научу сейчас. Хорошо, хорошо. Крути. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olmuş. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özlerim. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olmuş. Ben annemi özlerim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Смеется. Боже мой. Мы столько возились, чтобы ты плакала. Человек хоть слезинку, но проронит. Почему я должна плакать? Меня ведь не насильно выдают. И то верно. Ты не плачь, никогда не плачь. Всегда смейся, всегда люби. Смотри, поэтому твою хну зажжет Селин. Как будет хорошо. Меня и просили у сына Демира. А сейчас Селин будет жечь хну, да? Давай тогда. Невеста не открывает ладонь. Открой, дочка, открою. Нет, тетя Лейла, не открывай, постой минуту. Как ты зажжешь хну, малышка? Откроет она, откроет, не нужно играться. Невестка не открывает ладонь. Я открою, если ты позволишь, дочка. Селин, оставь руку женщины, что ты делаешь? Селин, дай подсказку, мы тут зависли. Подсказка, поняла. Где свекровь невесты? Где свекровь? Мастер Мухаррем сказал ведь, что она умерла. Я не об этом, о змее. Где другая свекровь? Это разве подходит стороне парня? Где они? Она о нас говорит. Наконец. Они ничего не понимают. Я буду в роли свекрови. Давай, давай. Смотрите, как открыла ладонь. Почему ты положила ей в руку золото? Чтобы был достаток в том доме, куда она идет, госпожа Илюль. Девочка, ты откуда столько всего знаешь? Девочка, мы узнали и пришли. И чья очередь? Мне тоже зажгите. Постой, еще есть я. Госпожа Фирузе, давай, принеси цветы, цветы. Цветы. Мясо прожарилось. Очень вкусно, очень. Научился этому в итоге? Нет уж. Очень вкусно. Даже? Вкусно. Любимый, доброй ночи. Как ваша прощальная вечеринка? Отлично, отлично. Вы ведь ничего не делаете, да? Тетя Лейла рядом, сразу отправлю. Нет, жизнь моя, вида, сделал шашлык, сидим, болтаем. И вы не танцуете? Правда, ты умеешь, ведь тебя должны были научить в интернате. Смотри, скажи мне правду, вы танцевали с мастером на пару? Не танцую так. Боже мой. Не танцевали совсем.
Не верю, из-за змеи мы даже на минуту не присели, знаешь? Мастера танцевали, я не особо. Кстати, кажется, мы закончили уже. Ты когда оттуда выйдешь? Я зажгла хну, миссия выполнена. Еще немного побудем, выйдем, наверное. Хорошо, ладно. Сообщи мне, приеду, заберу тебя. Хорошо, давай, увидимся, целую. Ты посмотри на него, еще говоришь, что особо не танцевал. На его движение. Это ты, глупый. Девочки, сколько бы я вас не благодарила, мало, знаете? Вы мне так осчастливили сегодня ночью. Мне тоже так понравилось. Всем большое спасибо. Мы тоже хотели бы быть на вашей хне и свадьбе. Дай бог. Дай бог. Дай бог. Вы тоже говорите, девочки. Положите в карман на будущее хотя бы. Дай бог. Дай бог. Давайте. Чего стоите танцевать? Давай, змея. Давай. Ибо отправил сообщение. Отправил видео с прощальной вечеринки. Где? Нет уж. Посмотрите на господина Демира. Все танцуют. Они танцуют больше нас. Завтра великий день. Да. Завтра великий день. Демир. Селин, ты хочешь мне что-то сказать? Завтра. Завтра. Сейчас. А нет, ничего не скажу. Ты мне хочешь что-то сказать? Завтра? Завтра. Нет, не скажу. Если захочу сказать, то скажу, когда придет время. Конечно, конечно, конечно. Демир, я возьму воды. Конечно. Я тоже возьму ноутбук. Есть дела. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Входи, входи. Дома никого нет, да? Нет никого. Хорошо, не переживай. Хорошо. Отлично. Все хорошо. Все уладили. Я все. Утром взял и приехал. Хорошо. Я тоже все. Отлично. Прекрасно. Когда все будет? Когда будет? Сначала отметим бракосочетание госпожи Лейлы и мастера Мухарема. Вы ждите от меня новостей. Хорошо, успокойся, все пройдет очень хорошо. Дай бог. Смотри, я совсем не доверяю Карабуку. Ты сказал, что он будет стоять, но... Будет стоять, брат, будет стоять. Дай бог. Селин, все хорошо, ты готова? Готова, кажется. Но будто руки и ноги заплетаются. Я очень волновалась во время бракосочетания. Кто увидит, подумает, что выхожу замуж я. И это будет подруга. Мерве, не путай ты. Нет, ты не смотри на нее. Селин, все будет очень хорошо. Спокойно, не волнуйся. Хорошо. Улыбайся и не особо преувеличивай. Сюрприз никто не должен найти до Демира, поэтому мы должны спрятать черепашку. Я уладила это. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Спасибо. Нужна помощь? Нет, вроде все готово. Я еще раз пройдусь. Где оставляем подарки? В той стороне. Да, сюда можете ставить. Привет. Клянусь, это наш последний приход в ваш дом. И то ради мастера Мухарема. Обещаю. Мы больше не сможем быть друзьями, как прежде. Но можем вести себя адекватно. Как вы с Демиром? Хорошо. Вы? Мы... Хорошо. Посмотрим. Увидим. Подправлю твою фату. Готова? Прекрасно получилось, госпожа Лейла. Спасибо. Фируза, видишь? Свадебное платье моей мамочки стало моей молитвой. Словно мамочка у нас над головой, да? Не смейте плакать. Еще и макияж растечется, не дай бог. Уж сдерживайте себя, терпите немного, милая. Хорошо. Госпожа Лейла, вы готовы? Готова, господин. Но я так волнуюсь. Будто упаду. Не волнуйтесь, госпожа. А если чувствуете, что падаете, оставьте, я вас удержу. Давайте пойдем. Стойте. Мы, будучи свидетелями, пойдем раньше, а вы за нами. Жених и невеста заходят последними. Давайте. Давайте пойдем. Идут. Господин Ферух, идемте.
Sevişmek ah ne hoştur, yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoştur, yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur, yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Спасибо, спасибо. Друзья, мы благодарны каждому из вас. Что бы ни было прожито, вы все лучшие друзья, которых может иметь человек в этой жизни. Спасибо за эти 2 прекрасных дня, которые вы заставили нас прожить. Желаю, чтобы вы все были счастливы, как мы. Давайте, прошу. Прошу, госпожа. Ну, давайте. Айда, смотри на Селин. У нее уже волнение за сюрприз. Как это? Селин в курсе сюрприза? Что за сюрприз? Я же не говорила ни о каком сюрпризе. Говоря о сюрпризе, я имею в виду, это празднование. Почему? Что вы поняли, что спросили, в курсе ли она? Что это значит? Ничего, ничего, просто так. Ничего, мы как раз тоже говорили об этом праздновании. Декорации, украшения, все красиво получилось. Да, очень. Я возьму этот торт. Потому что, когда буду есть торт, рот будет занят и не смогу говорить. Хорошо будет. Много-много ешь. Ешь теперь. Мастер Мухаррем. Бурак. Мы пойдем. Спасибо, что пришли. Поздравляю. Спасибо. Пусть Бог одарит вас счастьем. Аминь, спасибо. Спасибо, что пришли. Ночь Хнета, свадьба, все было прекрасно. Ни одной из этого я не забуду. Спасибо. Желаем теперь вам того же. Посмотрим. Хорошо, что вы пришли. Спасибо. Госпожа на змее, будьте аккуратны, нож очень острый. Не разговаривай со мной, не шутка. Видишь, какую красивую он девушку нашел, когда бросил бегать за Селин. Поэтому не надо бегать за тем, чего не будет. Селин, Димир, Селин, Димир. Черепашки нет. Прошу прощения. Извини, и мне. Конечно, конечно. Мы это возьмем и угостим друг друга. Черепашки нет. Что значит нет? Мерве, ты же сказала, что уладила. Что значит нет? Откуда я знаю, что это горшок? Я поставила на место, а он ушел. Мерве, умоляю, сейчас же немедленно найдите ее. Что происходит? Что это за паника?
Черепашки нет. Что? Нам сейчас же надо найти, умоляю. Сюрприз испортится. Хорошо, хорошо, успокойся, мы сейчас найдем. Что происходит, Ибо? Брат, Карамука нет. Карамука нет? Ладно, это Карамук. Но, Ибо, разве ты не сказал мне, что дал ему корм, и он в жизни никуда не уйдет? Да, брат, он не должен был уйти, но... Наверное, побежал за другой какой-нибудь собакой. А испортился мой сюрприз. Прекрасно. Я посмотрю на районе. Беги, беги, Ибо. Посмотри повсюду, повсюду смотри. Хорошо, хорошо. Прекрасно. Мы тут сюрприз готовим, а животному захотелось уйти. Но ошибка во мне? Разве Карамуку нужно было доверить? Нет? Сакис есть, черепашка есть. Почему Карамука? Почему? Сакис. Сакис, ты видела черепашку? Отвечай. Сакис, черепашка, что происходит, девочка? Мерве потеряла черепашку. Девочка, как вы потеряли черепашку? Животные ходят не быстро. Тут посмотрели? Ибо скажи, что нашел. Нашел, брат, идем. Ты начинай. Хорошо. Селин? Селин, можем немного поговорить? Конечно, поговорим. Идем. Черепаха. Мисс. Любимая, слушаю. Этот дом наконец стал свидетелем и свадьбы тоже. Ты как-то мечтала о таком? Ага. То есть ты задумывала что-то подобное? Конечно. Хорошо тогда. Селин. Та мечта. Все твои мечты. Я хочу, чтобы они все исполнились, Селин. Осуществить со мной мою самую заветную мечту, Демир. Демир, ты на мне... Селин, минутку, любимая. Сначала позволь мне спросить. Селин, ты за меня... Секунду, пожалуйста. Селин, что это? Это что? Селин, это... Ты будешь со мной? До бесконечности. Куда бы я ни шла, ты пойдешь со мной, Питер Пен. Будешь рядом. До бесконечности, Венди. Да. Минутку. Начнем с этого, да? Демир. Индия. Ты знал, что я тебе это предложу? Нет. Но знал, что дам тебе это кольцо. В какой части мира ты хочешь выйти замуж? Выйдем в путь. Уедем. В пути решим. Тогда сначала... Прости. Позволишь мне надеть его?
Демир, наш дом очень красивый, да ведь? Только если ты уже сейчас начнешь скучать. Но что поделать? Я впервые выхожу в путешествие. Мерве останется здесь. Видат будет ухаживать за садом, а его за животными. Знаешь почему? Почему? Чтобы ты думала только обо мне, чтобы только обо мне заботилась. Я же как раз поэтому похищаю тебя. Вот только ты не меня похищаешь, а самолет упускаешь. Давай, пойдем. Увидимся, Сакис. Прощай, черепашка. Ну что поделать? Вообще, я должна была произнести речь, потому что мы впервые так долго будем в разлуке. Не говори, что прическа время заняла. Браво, Демир Ирандиль. Ты молодец. Мы не можем собраться за 10 минут, как ты, и что поделать? Все из-за твоего беспорядка. Демир, хорошо, молчу. Ты очень раздражительный. Но я тебя очень люблю. А ты хулиганка. Ну и я тебя очень люблю.